4 октября Национальная библиотека зовет всех желающих на всероссийский экономический диктант. Начало в 10:00. На написание диктанта отводится 1 астрономический час. За это время участникам необходимо ответить на 20 тестовых вопросов на знание экономических понятий, терминов, подходов, методов и инструментов управления экономическими процессами. Немного страшно, но почему бы и нет. Завтра в 10:00 в Национальной библиотеке. Результаты можно получить там же. Радует, что жажда знаний – это непрекращающийся процесс для большинства людей. Да, кстати, я недавно познакомилась с молодым ученым Дмитрием Шадриным. Он не только рассказал о проектах, которые активно изучаются, но и провел небольшую экскурсию по сердцу коми-науки. Что же такое Центр коллективного пользования? Объясните, пожалуйста. Центр коллективного пользования молекулярным оборудованием, прежде всего, это центр, где, исходя из его названия, саккумулировано все современное оборудование, которое в институте имеется, да, для того, чтобы реализовывать проекты в самых современных областях науки. Это молекулярная биология, генная инженерия, генетика. А проектов много вообще сейчас реализуется? Примерно, может. В настоящее время, да, у нас достаточно много проектов. Проекты у нас есть как и внутриинститутские, так и межинститутские, абсолютно на разные темы. От какого-нибудь банального скрининга, растительных или животных объектов до каких-нибудь сложных генно-инженерных манипуляций. Я как понимаю, ваша работа растениями не ограничивается. Да, конечно, работа не ограничивается растением. Мы исследуем животных, притом все классы, в том числе и млекопитающих, и также рыб. Последний завершающий вопрос. Может быть, у вас есть какая-то мечта? Может быть, вы что-то открыть хотите или, наоборот, более подробно изучить? Какое-нибудь такое открытие может совершить? Да, конечно, наверное, как у каждого ученого, да, есть мечта совершить какое-то открытие, да, которое бы, запомнилось бы ему на всю жизнь и всему миру, да, и напечататься в импактовом журнале, в рейтинговом, да, чтобы это весь мир увидел и прочитал. Да, есть такая мечта, но конкретно ничего сейчас по этому поводу сказать не могу. Может быть, вы набредете такую совсем коротенькую экскурсию, чтобы и мы, и наши телезрители могли углубиться в эту атмосферу научной деятельности? Да, конечно, с большим удовольствием. Это у нас культуральная, такой бокс, в котором у нас имеются все условия для выращивания культуры клеток. Это СО2 инкубатор, который поддерживает определенную температуру и уровень СО2, который необходим для выращивания. Тут температура сейчас 37, да? Да. Это плюс 37. Да, температура тела. И тут сейчас выращиваются клеточки. Здесь питательная среда. Это питательная среда с добавлением телячьей сыворотки. Это то, чем питаются клеточки. Я тут приметила большой синий шкаф. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это у нас K-Cube, автоматическая станция для выделения ДНК, РНК и белков. Она работает полностью в автоматизированном режиме, то есть исключает возможность человека внести какие-то коррективы, то есть от образца до нуклеиновой кислоты. А можно посмотреть, как он там изнутри выглядит? Да, очень конечно. Просто интересно. То есть прям этими пробирочками, этим всем работает машина, то есть человек вообще никак не соприкасается, правильно? Человек никак не соприкасается. Здесь есть автосэмплер, который автоматически берет эти носики, кассеты с носиками, которые сюда ставятся. Берет реактивы автоматически. Тут шейкер есть и центрифуга. И потом весь отработанный пластик сбрасывается в этот контейнер. Это у нас холодильник рабочий. В данном отделе у нас содержится все, что требует глубокой заморозки до минус 20. Это образцы ДНК, образцы клеток и различные реактивы, которые хранятся только при данной температуре. А в этой части у нас на плюс 4 хранятся тоже образцы и реактивы, которые необходимы для скорейшего использования, и их можно хранить при данной температуре. А это что за прибор такой большой? Это у нас ламинарные шкафы, они имеют 2 класс безопасности. Они предназначены для того, чтобы нашу работу сделать еще стерильней, чтобы не занести, например, чужеродную ДНК в тот образец, который мы исследуем. И в эти пробирки, да? Да, ДНК? мы выделяем под этими приборами, суем туда руки, садимся так и выделяем ДНК образцы. Да. Это у нас стоечка такая с автоматическими пипетками. Да. Эти пипетки специально предназначены для того, что они самосбросом.
чтобы набирать определенные маленькие объемы. Вот. Столько всего интересного. От 0,5 микролитров, это капелька, которая не видна глазу практически у нас, до 1 миллилитра или 1000 микролитров. Вот. Как раз, чтобы взять такие маленькие объемы при помощи вот таких вот носиков, вот, которые имеют фильтр. Опять же, для того, чтобы вот, в пипетку не попал образец. Вот это вот что такое? Это у нас генетический анализатор, или по-другому ДНК-секвенатор. Это моделька ABM-310, это пионер среди таких моделей. Вот на таких моделях, их стояло очень много, как раз был секвенирован первый геном человека, собран. Вот этот проект, вот, который, наверное, у всех был на слуху, геном человека, как раз был на таких модельках собран. А вот. Можно посмотреть там что-то как-то внутри, полазать внутри? Можно, да. Сейчас он у нас в режиме покоя. Вот. Ну вот он представляет собой вот такую вот машинку, которая автоматически берет образец из вот такого вот 96-луночного планшета. Вот, и куда он потом его. идет? Потом она его загружает сюда в капилляр, вот в такой. Ага. И от минуса к плюсу прогоняет, как электрофорез, то есть разделяет нуклеиновые кислоты. Вот, от меньшего кусочка к большему. А что же дальше? Куда вот это вот все потом попадает, все эти результаты? Дальше результаты с этого прибора попадают вот на этот компьютер. Вот, и при помощи специальных специализированных программ вот, данные перерабатываются, и мы видим вот такие хроматограммки, вот, которые, собственно, представляют собой генетический код. Вот, последовательность нуклеотидов, который мы потом берем и переносим уже в свой интерфейс. То есть это уже все, это конечный Да, этап? это конечный этап обработки. После того, как мы получили последовательности ДНК, дальше мы уже работаем с базами генетических данных и другими программами. Дмитрий, нам тогда бы очень хотелось вам пожелать побольше научных открытий и осуществления той самой мечты, о которой вы нам говорили немножко ранее. Спасибо большое. Вам спасибо.